Тувинский государственный университет был создан в 1995 году в результате реорганизации Кызылского государственного педагогического института, училища и расположенных в Кызыле филиалов красноярских университетов. В 2011 году Тувинский переименован в Тувинский, ТУВГУ. Сегодня ТУВГУ является единственным государственным вузом региона, который по праву считается кузницей научных и профессиональных кадров для различных отраслей народного хозяйства, образования и государственных структур республики. Евгений Дакурович Мангуш, кандидат филологических наук, проректор по научной работе университета, рассказал, как он попал в науку и какие исследования проводятся в ТУВГУ. После окончания вуза я был оставлен работать на кафедре русской литературы Кызыльского государственного педагогического института и начал свою трудовую деятельность ассистентом кафедры. Затем я поступил в аспирантуру очную Института русской литературы, Пушкинский дом Российской академии наук в городе Петербурге. Это мировой центр русской литературы. Я там занимался проблемами современной русской литературы XX века. Тема моей диссертации посвящена творчеству Людмилы Стефановны Петрушевской. После защиты я вернулся в Туву и много лет работал в Тувинском институте гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. И, конечно, я совмещал свою работу в Тувинском государственном университете, прошел путь от ассистента до доцента. Научные интересы, прежде всего, касаются современной русской прозы, и, конечно, это современная тувинская литература. Литература русская и тувинская на одном месте не стоит. И поэтому нам приходится искать пути решения, изменения, именно трансформационные процессы в литературе. Сейчас век глобализации, да, цифровизации. И многие студенты, многие читатели читают электронные издания. Но электронные издания много чего не дают. Именно ощущение того, что он прочитал книгу. Да, он может читать урывками. И поэтому перед нами, перед преподавателями, перед учеными стоит задача работать с авторским текстом. И поэтому на моих занятиях по русской литературе в Тувинском госуниверситете мы применяем именно наши современные гаджеты. То есть скачиваем произведения русских классиков и современных авторов. Студентам этого особо не хватает. И поэтому я всегда призываю читать книгу. Книга дает очень много знаний. Она дает ощущение для того, чтобы становилась человек не индивидом, а личностью. Для человека, который считает себя современным, культурным, интеллектуальным человеком, прежде всего надо читать русскую классику, начиная от древнерусской литературы, заканчивая нашими днями. Вот, например, обязательно для любого русского, даже российского человека надо знать слово о полку Игореве, например, ну и произведения XVIII века, да, произведения Николая Карамзина. Но XIX век – это золотой век русской классической литературы. Это произведение Александра Сергеевича Пушкина. Вторая половина XIX века обусловлена рождением русского психологического романа. Это романы Достоевского, Льва Толстого. Недаром вся Америка и вообще европейские страны до сих пор читают именно русских классиков. Это Достоевского, Толстого. Они что дают? Вот именно психологизм их прозы дает очень много вопросов, ответов на вопросы, на злободневные проблемы нашей жизни. Родителям я бы такой совет дал. Везде, где можно в квартире, всюду расставить книги. Вот таким образом и мои родные, и мои близкие тоже приучаем наших племянников, наших сестер, братьев, чтобы они читали любую книгу или заставлять детей вслух читать. Или родители читают, или дети, чтобы громко, четко. И вы знаете, вот такая техника, она приносит плоды. Любимые романы – это Федор Сологуб «Мелкий бес», это Михаил Булгаков «Мастер Маргарита». Ну и, конечно, это рассказы, современная проза Людмилы Стефановны Петрушевской. И очень интересная повесть есть «Время ночью».
Каждое научное исследование, прежде всего, у нас направлено для молодежи. Во-первых, начиная с первого курса студенты выполняют курсовые, затем выпускные квалификационные работы. У нас есть магистратура, пишут магистерские диссертации. Далее аспиранты. Да, аспиранты пишут кандидатские диссертации. В нашем университете проводятся самые большие научные исследования в нашей республике в рамках Российского научного фонда. В год науки и технологий многих волнует именно исследования в области экологии и климата современного. Так вот, в нашем университете уже второй год проводится исследование именно воздействия человеческого фактора, жизнедеятельности человека на климат. Наши данные уже используются не только нами, они публикуются в рецензируемых международных журналах, и наши данные используются всем миром. На сегодняшний день университет подписал договоры и действует договоры 52 научно-исследовательскими и образовательными учреждениями всех стран мира. Это такие формы, как академический обмен студентами, это такие формы, такие совместные научные исследования со многими научными центрами. Университет проводит исследования в рамках Европейского Союза. Это такие программы, как Tempus, такие программы, как Erasmus. В этом году у нас продолжается проект по проекту Erasmus, именно касающихся культурного наследия, влияние на культурное наследие, глобализации, цифровых технологий, с использованием цифровых технологий. Нашими студентами и преподавателями на выставке инновационных проектов в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» будет представлено мобильное приложение для детей «Говорить по-тувински». И вот это мобильное приложение каждый год усовершенствуется. И вот этот проект направлен для того, чтобы многие дети заговорили на своем родном языке. Наши студенты традиционно в наукоемких направлениях, да, работают. У нас есть программа, это федеральная программа «Умник». В этой программе выявляют именно тех студентов, которые работают в инженерной направленности. Например, проекты, направленные с использованием местного сырья, строительного сырья. И, конечно, я уже сказал, это мобильные приложения. И многие получают достойные призовые места вот именно в федеральном проекте. На 3 года им дается финансирование, и каждый год отчитывается. Как потом оно будет внедряться? У нас очень хорошо поставлена работа патентно-лицензионной деятельности. Да? Вместе совместно с студентами и преподаватели получают патенты на ноу-хау, да, на результат своей интеллектуальной деятельности. Исследование электронного корпуса тувинского языка нашими учеными, научно-образовательным центром тюркологии в этом году провели именно данное исследование по заказу Министерства образования нашей республики. И по данному проекту уже создан сайт. Электронный корпус дает любому пользователю пользоваться тувинскими словарями, тувинскими словами повседневной жизни. То есть спокойно можно скачать мобильное приложение, использовать в различной деятельности, даже в органах исполнительной муниципальной власти. Тувинский государственный университет в настоящее время в своей структуре имеет 9 факультетов. Есть структурные подразделения, являющиеся базовыми для проведения производственных и учебных практик студентов, научно-исследовательской работы. Инженерно-технический факультет университета имеет богатую историю. Руслан Николаевич Сандан является выпускником ТУФГУ. Кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование методов календарного планирования строительно-монтажных работ на уровне простых технологических процессов» успешно защитил в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете в 2011 году. После окончания университета поступил в аспирантуру. Там в течение почти 5 лет занимался уже более детально по научным направлениям различным. В рамках написания кандидатской диссертации мы участвовали постоянно в различных грантах, были победителями правительственного гранта города Санкт-Петербурга в
2009 году, и мы там делали большой отчет. Выбранное мое научное направление, оно будет актуальным во все времена, поскольку методы, технологии, которые мы разрабатывали и внедряли, они являются основой прикладных программных продуктов, которые используются сейчас очень широко в области, в том числе, управления проектами, в автоматизации технологических процессов, совершенствовании выполнения производственных процессов, в первую очередь в строительстве, да, с целью минимизации используемых ресурсов, всех видов ресурсов, начиная с трудовых ресурсов, заканчивая, конечно же, материальными ресурсами. Конечную цель имеет определение оптимального количества, да, вот этих всех видов ресурсов. Параметр, который определяет эффективность выполнения тех или иных процессов, это время и качество. Вот эти две характеристики, они являются как бы противоположными, и совершенствование одного параметра приводит к ухудшению другого параметра. Понимаете, здесь нужно найти такую середину, золотую середину. Апробацию проходили, и в конечном итоге мы поняли, что здесь немножко у нас регион такой, ну, во-первых, дотационный. В чем имеется отрицательная сторона? Мы здесь привязаны именно к финансовому году. Это означает, что мы должны те средства, которые привлечены с федерального бюджета, да, мы должны освоить, ну, допустим, до 25 декабря текущего года. Строительство – это очень такая технически сложная система и направление, где участвует очень большое количество ресурсов, которых нужно определять золотую середину. Что касается квалификации наших рабочих, тоже нужно нам над этим задумываться. Обеспечение рабочими профессиями в республике, какой-то процент мы закрываем, ну, местными нашими рабочими по различным специальностям. Когда вопрос поднимается по поводу эффективной организации вот этих вот всех рабочих, в том числе трудовых ресурсов в большей степени, да, то здесь, я думаю, нужно будет проводить определенную работу по повышению уровня квалификации именно работников среднего звена. Это тех же самых бригадиров, тех же самых прорабов, начальников участка, да. Ну и, конечно же, бывают случаи, когда сам руководитель даже строительной организации не имеет достаточную квалификацию, из-за этого они сталкиваются, ну, проблемами. Не исполнить контракт, да, в конечном итоге, и попадают, ну, как бы вы говорите, в черный список. И речь идет о жизненном цикле вообще-то вот этой строительной продукции. Для того, чтобы реализовать, вообще сдать в эксплуатацию здание или сооружение, нужно пройти очень много этапов, да, начиная с разработки проектной документации. Проектная документация, конечно, она проходит государственную экспертизу. В некоторых случаях это обязательно федеральная государственная экспертиза, да, которая имеет очень такие жесткие требования к проектной документации. Конечно же, этап строительства осложняется тем, что необходимо именно на данном этапе обеспечивать качественные показатели конечного строительного продукта. На этапе согласования проектной документации нужно внимательно относиться к данному процессу, потому что любое пропущение пункта или этапа приводит в конечном итоге к такому нехорошему результату. Руслан Сандан стал председателем общественной организации «Союз ученых Республики Тыва-РТ». Сегодня в республике научный корпус насчитывает 37 докторов наук и 319 кандидатов наук по разным научным направлениям. Всего в Туве 7 научных организаций – Тувгу, ТИКПИ, ТИКОПР, Сауран, НИИ сельского хозяйства Сауран, Институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва и Тувинский научный центр. Был представлен отчет организации за отчетный период с 2015 года по 2021 год. Были представлены основные мероприятия, проведенные Союзом, какие там достижения. Основная цель создания данной организации, общественной организации, является, это, конечно же, кооперирование, то есть выполнение тех или иных работ
решения наиболее актуальных задач республики. В планах будут такие основные направления. Это, конечно же, общественная деятельность, то есть создание определенных соответствующих страниц в социальных сетях, пополнение рядов членов, да, данного союза. Мы хотим, чтобы хотя бы большая часть ученых были включены в качестве членов Союза ученых Республики Тыва. Создание определенных коллабораций, то есть это когда группа людей объединяется и решается определенная поставленная цель взаимодействия с органами исполнительной власти, в первую очередь, поскольку глава Республики Тыва Владислав Таварштаевич, он в своих выступлениях говорил не раз об вовлечении научного сообщества в актуальные проблемы республики. Проекты, в основном ведь у нас время такое, время цифровизации, время уже внедрения современных технологий во все области, да, экономики. И поэтому я здесь вижу особую роль молодежи, то есть молодых ученых. Именно IT-технологии в основной части, они именно разрабатываются и внедряются именно молодыми учеными. Хотелось бы разработать и представить на рассмотрение правительству программу поддержки молодых ученых, поскольку молодые ученые, как правило, имеют большие сложности, связанные с той же самой защитой диссертации, с подготовкой исходных данных для своих научных исследований. Основное требование для защиты кандидатской диссертации – это апробация, практическая часть, практическая значимость работы. То есть твои предложения должны быть апробированы в тех или иных организациях, направлениях, работах. Сначала мы хотим до конца года понять, что мы можем сделать и сможем какие-нибудь мероприятия провести, разрабатывать перспективный план уже на следующий год, календарный 2022 год, где мы должны обозначить более подробно по крупным проектам, я имею в виду, которые в том числе связаны с социально-экономическим развитием региона. На факультете, инженерно-техническом факультете действуют 4 кафедры. Это автодорожное хозяйство, есть кафедра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, есть кафедра горного дела и есть кафедра общей инженерных дисциплин. Под руководством Бориса Комбуеловича Карасала, доктора наук, проводится большая работа по изучению свойств местного сырья с целью получения эффективных строительных материалов. Отрабатывали вопросы, связанные с совершенствованием производственных горно-технологических процессов на базе горнорудной компании, в частности, это разрез Кахемский, Чаданский разрезы. Там, конечно же, есть проблемы, которые связаны с теми же самыми устаревшими оборудованиями, да, советского производства. Предлагаем там внедрять новые цифровые технологии с целью предупреждения аварий, да, тех же самых большегрузных горной техники, я имею в виду. По линии кафедры общей инженерных дисциплин данная кафедра выпускает специалистов теплоэнергетиков и электроэнергетиков. То есть научное направление у них связано именно с этими вопросами. Да? В частности, кафедра сейчас начала заниматься вопросами загазованности города Кызылы. То есть хотят изучить технические характеристики котельного оборудования, которые установлены в крупных организациях. По частному сектору, конечно, вопрос остается открытым, но нужно начать с этих организаций, где установлены средней мощности котлы, котельное оборудование. По полученным данным внести предложение заменять, либо там модернизировать. Хочу призвать всех ученых Республики Тыва, чтобы мы все-таки объединились, и в конечном итоге у нас был определенный результат, который приведет пользу, да, для Республики Тыва. Конечно же, со стороны
правительства, различных учреждений, министерств, чтобы ученых тоже приглашали на определенные совещания, да, где в том числе рассматриваются вот такие вот проблемные вопросы. ТУВГУ как классический университет исследовательского типа в рамках долгосрочной стратегии развития Республики Тыва должен сыграть ключевую роль и в дальнейшем действительно может стать уникальным высшим учебным заведением и движущей силой в развитии кадрового потенциала, проведении научных исследований и разработке инновационных технологий, необходимых для республики, региона и России. Айдана Холок, Владимир Суртук, Буян Ойон, Айден Кулар, Тува 24.